День фермера начинается с того, что ты утром встал, протер глаза, сказал: «Альхамдулилля, я живой, и я могу двигаться». И начинается. У нас все очень однообразно, то есть к этому тоже надо привыкнуть. То есть каждый день мы начинаем с того, что утренняя кормлежка, кормим, поем, чистим. Кто-то заболел, кто-то родил. Энверу Талибову 30 лет. Молодой, перспективный, энергичный и, самое главное, любящий свое дело фермер. О своем деле он рассказывает охотно, искренне и с душой. Все началось с детства. Мы жили с бабушкой, она много времени проводила с нами, детского садика не было. И она прививала нам любовь к животным. В детстве мне всегда хотелось что-то развести, завести побольше живности. И в 12 лет я уговорил отца купить 2 барашек. И все это началось с 2 барашек. Сегодня на ферме Энвера Талибова около 200 овец. С каждым годом его отара, а вместе с этим и любовь к своему занятию растет. Как рассказывает сам Энвербей, фермерство – это призвание и дело его жизни. Энвербей, вас окружают поля, просторы, животные, бараны, лошади. Как вы себя каждый день ощущаете? Каждому человеку приносит его работа удовольствие. Мне приносит это. Да, многие меня не понимают. Может, для кого-то это выглядит непрестижно. Я так не считаю. Вы смотрите на барашек, это просто, да, для вас барашек. Я могу встать утром и сказать, какой не хватает. Того, что? Да. Ну, это все от того, что много времени проводишь с ними, запоминаешь. То есть вы их не считаете? Нет, мы считаем, конечно же, мы их считаем, но на сегодняшний день я точного количества не знаю. Мы их запоминаем, кого-то по меткам, у каждой, у некоторых есть свои клички. А у него есть кличка? Нет. Может быть, будет. Посмотрим, кто это. Это девочка. Мы отмечаем их. Можете погладить их, например. Ее. Мягкие. Почему вы ей не дали кличку? Она еще не заработала. В фермерстве, как и в любом деле, ничто не стоит на месте. Нужно внедрять передовые технологии, изучать потребности, повышать объемы и, самое главное, постоянно радовать потребителей экологически чистой продукцией. Баранина – это самое, наверное, экологически чистое мясо, потому что, во-первых, она не ест всякие премиксы, она выбирает только чистые пастбища, то есть она не будет пастись где попало. Даже дело в том, что когда мы кормим их дома, то есть там, где они наступили, это сено они уже не будут есть. То есть у них есть это, они чистолюбы, да, они любят все чистое. Также они никогда не пьют, как и лошади, грязную воду. У них есть свой характер, и они упертые, им вздумается идти куда-то, и они, приходится с ними воевать, скажем так. Содержать ферму – это выгодно сегодня в Крыму? Да, это выгодно. Прибыльно? Прибыльно при условии большого поголовья. А расскажите про своего коня. Кабардинский конь с конезавода был привезен. Мне его подарил брат, скажем так. Точнее, да. Чтобы я не ходил пешком. Мы его покупали молодым, обучали сами, воспитывали. То есть на сегодняшний день он полностью обученный. Это ваши автомобили, значит, в работе? Это мои, скажем так, это мои ноги. Но у вас еще 2 кобылицы. Да, у меня есть еще 2 кобылицы. Это так, чтобы жеребцу было не было скучно, и у него были сородичи, скажем так. Дело в том, что у жеребца все равно есть характер, и он от природы ищет кобыл, он пытается создать табун. Пока мы пасли отару, гуляли, познавая все нюансы и прелести работы фермера, начался окот у овец. Для нас это необычно и интересно, а для Энвера Талибова почти ежедневное и привычное дело. Вот сейчас окатилась барашка, пришлось ей помогать. Сегодня была какая-то проблема? Да, сегодня плод чуть-чуть пошел неправильно, пришлось чуть-чуть помочь, направить, выровнять ножку и все.
И все получилось. Вот так, с большой любовью, трепетом и преданностью Энвер Бей занимается фермерством. Впереди у него много планов и амбиций. Он уверен, занимается нужным, важным и полезным делом.